Март в старину по-разному называли – свистуном и ветроносом за порывы холодного ветра, водотоком и капельником за быстрое таяние снега. По народным поверьям, в эти мартовские дни на землю 12 сестер-лихоманок приходят. Это обычные весенние простуды, каждая из которых свое название имеет. Старики поговаривают, что ходят лихоманки от дома к дому, совсем как эпидемия гриппа, и виноватого, то есть слабого, ищут. А люди не спят, караулят, чтобы болезни в дом не пробрались. Издавна не только с помощью травы и лекарств лечились люди, они изготавливали всякие обереги. Вот мне бабушка говорила, что по поверью в темную ночь влетает в трубу 12 лихоманок. Это Агнея, Глухея, Тресея и многие другие. И что они делают? Они ищут на своем пути жертву, и если кого жертва затронула, поцеловала, человек начинал заболевать. Если у человека высыпала на губах простуда, значит, его лихоманка поцеловала. И чтобы спастись от этих лихоманок, люди стали делать обереги. И делались они без помощи ниток, без помощи ножниц, иголок, а вот так просто руками. Из простой тряпочки, из полотенчика завязывалась куколка, вкладывалась душа вся в нее. Лицо на куколке не рисовалось, чтобы, не дай бог, не вложить нечаянно душу человека. А лихоманки, они глупые, они обманывались, выискивали жертву, поселялись в этих куколках и накапливали там болезни. А люди оставались здоровые и живые, а по весне к Масленице сжигали этих куколок и избавлялись от всех своих болезней и неприятностей. С этой поры для любителей вздремнуть днем час-другой трудные времена наступают. Лихоманки за безделье лежебоку наказать могут, заразить всякими болезнями да недугами. Вот и стараются жители села Михайловка ни на минуту слабинку себе не давать. Заветы старых людей выполнять, чтобы, не дай бог, болезни к ним не пристали. Заболела Дунина головка, мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот гребень, вот телё, вот те 40 веретен, ты сиди поглядывай, на меня поглядывай. От чего же она заболела, от чего же она заболела, мамашка моя благодетельница, а я дочка твоя разорительница. Вот те гребень, вот телё, вот те 40 веретен, ты сиди поглядывай, на меня поглядывай. Заходите, проходите. Можно? Приехали, заходите. Айдать. Ой, лихоманку прихватила, голова болит. Полечим. А я-то уж принесла какого лечения-то. Ты посмотри, капуста, мычок. Здравствуйте, тетя Клав. Держи, если что, помогает от головной боли по понедельникам. Ой, какой стол тетя Клав накрыла. Ну, хозяйка, ну, хозяйка. Когда ты успел-то? Мать, не спала, наверное. Не спала и бани натопила. Да ты блинов напекла, и пирогов, и картошки. Давай, Дуняш, я тебя вылечу. У меня прабабка травница была, я что-то знаю. Лекарства нынешние дорогие очень, неэффективные. Вот шиповничек набрала летом с куста. Чай заварим, витаминов много, голова пройдет. Липовым цветом с медом полечим тебя. Вот у нас смородинка со своего огорода выращенная. Если температура у тебя, жар, малина с чаем сейчас попьешь. Если давление у тебя, черноплодную рябину поможет, поклюй. Поклюй. А в шиповнике
В калине витаминов больше, чем в лимоне. Вот совсем волшебная ягода. Для женского счастья выращивается. Если в семье девочка рождается, в огороде куст калины сажают. Для того, чтобы девочка была счастливой, муж у нее чтобы был добрый, богатый, дети послушные, умные, красивые. Даже если боль сердечная, приложи веточку калины, пройдет. Может, от того у тебя голова-то болит? От сердечной боли? Может, тебя сглазил кто? От нечистой силы в избах ветки калины вешают, дурной глаз снимают. Нечисть отгоняет всякую. Девочка рождалась, заваривали калину и купали на морозе. Говорят, красавицей вырастет. Нас, наверное, тоже в такой же калине купали, поэтому мы такие красивые. Да уж. И пивони, да. Вот поэтому, наверное, да. Закаленные, поэтому в калине. Конечно. Топится, топится в огороде баня. Женится, женится мой миллион Ваня. Не топится, не топится в огороде Ваня. Не женится, мой миллион Ваня. Ох, топ не нога, а топ не правенькая. Все равно мужчины любят, хоть и старенькая. Капусту издавна ценили, необыкновенные целебные свойства ей приписывали. Еще тебе, молодушечка, поможет квашеная капусточка. Подайте, пожалуйста. О капусте можно говорить очень долго. Это кладезь витаминов. И если еще с добавками клюковки, это получается двойное удовольствие и лечение. И при твоем случае тоже очень сильно поможет. Это точно попробуй. Давай, лечись. Не стесняйся. А капуста также способствует мужской потенции. Тоже Ложку мне. А также говорят, что когда снится капуста, то это как бы к неприятностям. Я всем желаю, чтобы вам капуста не снилась, но она всегда была у вас на столе. А вот и лук от семени дуг. Им можно лечиться очень даже хорошо. Дуня, не стесняйся. Не думай, что пахнуть потом плохо будет. Перед сном, Дуня, обязательно. А сейчас то, что грипп вот такой свирепствует, желательно в каждую комнату резать лук и чеснок мелко. И в тарелочке прям блюдечки расставлять. И конечно, микробы. Убивает микробы. Когда на село приходила какая эпидемия, болезнь, моя тетушка делала так. Посыпала вокруг себя крупой. Кланялась во все стороны и говорила: это тебе, матушка, земля сырая, и тебе, кумоха, уходи отсюда. Наташ, передай-ка мне картошку-то. Давай, пожалуйста, конечно. А то мы все про лук да про чеснок, девчонки, говорим, а ведь это, ты посмотри, у нас хозяйка какая умница, картошки наварила, она сейчас нам все про нее расскажет. А то всего сразу вылечит. Ух ты. Да. Нас этой картошечкой наши бабушки, наши родители от простуды лечили. А дежонка-то была слабенькая. Ага. Придешь, носами шмыгаешь. Мам, наварит булочку картошечки. Поставит ее между ног. Ага. К коечке. Тулупами накроет, да так, что ни в одной дырочке пар не выходил. И дыши. Дышишь, задыхаешься. Сиди, скажут родители или бабуля. Глубже дыши. Пропотеешь. Вытащут оттуда, протрут полотенцем, да на печь сухую. Ох, и хороший. Нет, не болела, нет, слава богу, 62 года, никакой хворь не пристает. Это второй хлеб ведь? Второй хлеб, правда, дефицитный сейчас, но... А меня мама лечила горячим молоком, с медом, с салом внутряным, она говорит, внутряное сало, да, соды чайной туда положит. И говорит, пей большими глотками. И даст одну конфеточку, вот эту конфеточку раздели на весь стакан. Да большими, а ты глотками-то глотай. Сразу кашель проходил. А меня бабушка, знаете, как лечила раньше? Вот сварит одну большую картошку в мундире, разрежет ее пополам, и вот сюда тряпочку приложит и сверху картошку. И вот эта картошка долго-долго остывала и грела.
И весь кашель на следующий день проходил. А речкой как нас лечили? Да. Забыли? О, я знаю один рецепт редьки. Берешь редьку, Черную. Да, черную редьку, значит, из серединочки все это выковыриваешь, меду наливаешь, крышечкой, как вот срезанным верхом опять накрываешь, и стоит несколько дней. И вот потом этот мед и тебе от кашля, и тебе от простуды. От ангины. От ангины. То есть от всех простудных вот этих вот болезней, вот эта вот редька с медом, это самое замечательное. А сейчас молодежь только антибиотики, молодежь. Вот самый лучший антибиотик. Антибиотики. Не хотят ведь лечиться этим. Народными средствами. Ну что, в баньку-то пойдем? Обязательно. Пойдем, конечно. А уж после баньки мы с тобой чайку попьем. Ой, да какого я тебе чая-то заварю. Ой. На травах? Ну, конечно, на травах. Здесь и мелиса, здесь и мята, и зверобой. А душица, ой, как же она лечит. А липулис тут наклалась? Есть, ты что? Вот, матушка моя, посмотри, какая красота-то у нас. А шиповник-то, шиповник. Ой, один иммунитет. Как только выпьешь, ну все сразу перестанет болеть, иммунитет повышается. Ты на больничных была, нет? 62 года, кроме родов, ни разу не была, Люба. Как напьешься, как в баню сходишь, как рукой с этими травки напьешься. Ну и я стараюсь в больницу не ходить лишний раз, только своими средствами. Сейчас мы с тобой чайку заварим, заварится маленько, да потом после баньки. То уж как выпьем. Давай, Люба. Пусть нам все завидуют. Наши предки тех, кто в баню не ходил, человеком грешным и подозрительным считали. Особые правила соблюдали, согласно которым нельзя было воду пить, приготовленную для мытья, громко разговаривать, стучать и на третьем пару мыться. Он, говорят, для самого хозяина бани, банника, предназначался. Ну а тем, кто не смог верными народными средствами воспользоваться, михайловцы советуют в проруби искупаться. Тогда уж точно болезни отступят. Никакой лихоманки к нам не придет. Михайловцы в эти мартовские дни стараются бодрствовать и всевозможным утехам предаваться, чтобы на себя злобную лихорадку не навлечь, да жить без болезней и печалей. Чего и вам желаем. На свежем воздухе гуляйте, в баньке парьтесь, да в прорубь ныряйте, и все у вас будет хорошо.